День за днем корреспонденты нашего канала следят за событиями в республике и за ее пределами. И сегодня мы подводим итоги високосного на все 200% уходящего 2020 года. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. К сожалению, мы уже привыкли и как-то обыденно воспринимаем информацию о том, что в республике ежедневно фиксируется около 200 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Первая весенняя паника сошла на нет, и очень даже зря. До полной победы над COVID-19 нам еще идти. Сейчас давайте вспомним, как все начиналось. Уже почти год, как медицинские маски и антисептики стали неотъемлемой частью нашей жизни. В конце декабря прошлого года из Китая стали приходить тревожные новости о неизвестном вирусе, поразившем население. В соцсетях стали распространяться ролики, на которых люди падают без чувств прямо на улице. Тогда это были лишь пугающие ролики с конца света. Но уже в январе власти Китая сообщили о первом погибшем. В то же время коронавирус начал распространяться по миру. Первые случаи заболевания за пределами Китая были зарегистрированы в Сингапуре, Франции, Японии, США и Южной Корее. С каждым днем становилось все больше подтвержденных случаев. 31 января первые два случая были подтверждены в России, в Тюменской области и Забайкальском крае. В это же время Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения, но уточнила, что оснований ограничивать поездки и торговлю между странами пока нет. Однако Россия приняла решение эвакуировать своих граждан из Китая. Мы начинаем эвакуацию наших граждан из Уханя и Хубэя. По предварительным данным, в Ухане находится 300 человек, а на территории провинции Хубэй 341. Уже в середине марта первый случай заболевания был зарегистрирован в Якутии. В это время в республике вступили в силу ограничительные меры, направленные на борьбу с новой коронавирусной инфекцией. У нас есть подтверждение окончательное о наличии на территории республики Саха-Якутия больного коронавирусной инфекцией. В конце месяца президент страны Владимир Путин объявил выходные дни с 28 марта до 6 апреля. В это время закрылись торговые и развлекательные центры, спортивные залы и бассейны. Исключение составили все структуры жизнеобеспечения. Вместе с тем на дистанционную форму перешли воспитанники детских садов, школьники и студенты средних и высших учебных заведений. Впоследствии выходные дни были продлены до конца апреля. В Якутии в это время действует режим полной самоизоляции. В это время число заболевших начало расти. Если в начале месяца в Якутске в день регистрировали буквально по 3-4 случая, то к концу болезнь распространилась по улусам. Так первые случаи выявили в Нирингринском, Мирнинском, Алданском, Ленском и Сунтарском районах. И уже 26 числа пришла весть о первом погибшем от коронавируса в Якутии. На конец апреля в республике 157 пациентов находились на лечении, 28 человек полностью выздоровели и 3 погибли. Также в апреле лаборатория Роспотребнадзора по Якутии получила право на месте подтверждать анализы на наличие коронавируса. До этого они отсылались в научный центр «Вектор» в Новосибирске. Это позволило ускорить работу по выявлению вируса. В мае география распространения COVID-19 по республике стала заметно расти. Так, на карте можно отметить Вилюйский, Намский, Чурапчинский, Горный, Аймиконский и Алекминский районы. В среднем регистрируется порядка 50 больных в день. В середине июня было принято решение возобновить работу парикмахерских и салонов красоты. Также была разрешена работа части торговых объектов. В лабораториях республики стало проводиться около 3000 анализов в день. Если в начале июня по республике в день регистрировали более 100 новых случаев заболевания, то в течение лета эта цифра пошла на убыль. На этом графике можно наглядно увидеть тенденцию на снижение. Председатель правительства объявил о том, что с июля в стране начинается полноценный туристический сезон. Пока что загрузка гостиниц и санаториев колеблется от 20 до 30%. Возвращается и культурная жизнь. Снова открывают свои двери крупные федеральные и региональные музеи. Парковые комплексы. Со 2 июля с соблюдением санитарных норм возобновили работу торговые центры. Также была разрешена работа летних веранд кафе и ресторанов.
На протяжении июля количество новых заболевших не превышало 60 человек в день. Это уже можно считать весомым достижением. В августе по Якутии также не было зафиксировано скачков заболеваемости. Однако стоит отметить, что коронавирус стали регистрировать уже и в отдаленных северных районах республики. В это же время началась подготовка к новому учебному году. Все готовятся к учебному процессу уже в новых условиях. Ситуация изменилась в сентябре, и статистика медленно поползла вверх. Если сначала было в районе 40-50 заболевших, то к концу их число увеличилось почти вдвое. Официально было заявлено о второй волне. Вместе с тем, в сентябре медицинским работникам Якутии были поставлены первые вакцины от коронавируса. Этот рост продолжился и в октябре. Число случаев преодолевает отметку в 100 человек в день и неуклонно растет. Так, в конце месяца их количество выросло до 189. Но увеличилось и количество проводимых исследований на коронавирусную инфекцию. В день стали проводить порядка 5000 анализов. Также в октябре в санаториях Абалах и Чепдик для перенесших коронавирус были запущены реабилитационные центры постковидной инфекции. В ноябре в день стало регистрироваться уже более 200 больных в день. Именно в этот период был зафиксирован пик заболеваемости, а именно 244 человека за сутки. Все это привело нас к настоящему моменту. Якутия получила более 800 доз от коронавируса. Сейчас проводится вакцинация врачей и медперсонала, работающих в красных зонах. Уже с Нового года после всех медработников начнется массовая вакцинация населения. По информации Роспотребнадзора, при наилучшем сценарии развития событий эпидемия коронавируса должна закончиться к этой весне. Первыми, кто принял на себя удар пандемии, конечно же, стали медицинские работники. Все это время они сражаются на передовой с уже известным нам всем врагом. Готова ли была система здравоохранения Якутии изначально противостоять коронавирусу и какие уроки пришлось усвоить? Сергей Михедов расскажет подробнее. С самого начала пандемии в так называемой красной зоне трудится врач, анестезиолог, реаниматолог Центральной больницы Нерюнгринского района Семен Макаров. Обычная рабочая смена у него длится одни сутки. Когда заболели коллеги, пришлось работать по 2 и более смены подряд. В сентябре сам Семен перенес злосчастный вирус на ногах, выполняя свой долг. Раз уж переболел, ему теперь разрешено покидать красную зону, потому что в его крови есть антитела, которые не позволят заболеть снова в ближайшие месяцы. Самое длительное по времени ношения костюма это у меня было 18 часов. 18 часов не снимая эту спецзащиту было, конечно, тяжело. Оставались пролежни на лице, от маски, от очков, уши тоже, соответственно, болели от этих масок. Ну, не масок, даже от респираторов. Конечно, было психологически тяжело. Попадая на работу в красную зону, врачи месяцами не видят своих родных. Одно из условий здесь – это полная изоляция от встреч с семьей, ведь всегда существует вероятность принести болезнь домой. Чтобы исключить это, медики живут либо отдельно в гостиницах, либо в специально отведенных помещениях, либо вообще ночуют прямо на работе. На помощь приходят современные средства связи. Например, в Бердигистяхе лаборант горной ЦРБ Татьяна Юшманова общалась с сыном и дочерью по видеосвязи. Один из таких трогательных моментов запечатлела наша камера. Мама, привет! 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 Беги тоғытым. Огуроккос унукутан биттибит, сибеккинеге укунукуттубут, ролига аттыбыт. Анкалане. В западной части региона опорой борьбы с коронавирусом стал город Мирный. В ноябре даже открыли ковидный центр по Западной Якутии. Рассчитан он на 160 коек. Здесь же работает кабинет компьютерной томографии. Рядом отделение интенсивной терапии. Основная нагрузка ложится на провизорное отделение. Сюда поступают пациенты с пневмонией легкой и средней тяжести. Почти половину пациентов переводят в ковидное отделение с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Правила здесь такие же, как и во всех больницах, где сражаются с COVID-19. Надо пройти специализацию 36-часовую, и уже можно работать в госпитале. Ну, скажем так, сложного особо ничего нет, практика есть. Общаетесь с семьей или где-то живете отдельно? Там? Я живу отдельно. То есть семья моя живет отдельно, я живу отдельно. А как вы общаетесь с семьей? Когда последний раз видели?
Семью я свою последний раз видел в конце октября. Они же как свои становятся, они тут некоторые по месяцу лежат. Ну, да, по ночам, бывает, рыдаю. Очень непросто в условиях пандемии пришлось главным врачам медицинских учреждений, особенно в начале распространения инфекции, когда приходилось действовать буквально вслепую, потому что четких инструкций поведения с неизвестной болезнью еще не было. Ежедневно главврачи принимали решения, от которых зависела жизнь пациентов и сотрудников больницы. Мы сделали цикл сюжетов о самоотверженном труде главных врачей, и во время общения с корреспондентами у руководителей больниц не всегда получалось сдержать слезы. Вот самая высокая заболеваемость была в июне-июле месяце. Мы там чуть не задохнулись. Это был вообще страшный период. Я не хочу этого переживать вообще никак. Этот самый страшный период, вот, потому что, во-первых, жара, сотрудники все, вот в этом, все заходят, вот когда их видишь, да, все заходят. Так, если честно сказать, мне вообще жалко становилось. Я не могла на это спокойно смотреть. У меня сразу, когда я их видела в СИЗах, они бедные в машину заходили, у меня слезы на глазах, я вообще не могла с ними разговаривать. Здоровый пациент – главная благодарность для любого врача. Ведь спасенные жизни – это та награда, ради которой медики, рискуя собственным здоровьем, переносят бесконечные смены с титаническими нагрузками. В объективы наших камер попали множество выписанных пациентов. Все истории разные, объединяет которые одно – это благодарность врачам, спасшим их жизни. Сделали КТ, и КТ показало, что у меня заболеваемость. Мне сразу это положили. Я очень себя плохо чувствовал, очень плохо. Я на грани был жизни и смерти, может, так. Вот, и очень тяжелый был. Я сейчас себя очень плохо чувствую. То спасибо врачам, что меня вытащили с того света. За 10 месяцев с начала эпидемии, навсегда изменившие наши жизни, полностью выздоровели от COVID-19 более 20 тысяч якутян и обеспечили этот результат более 10 тысяч медицинских сотрудников, начиная от водителей и медсестер и заканчивая главврачами. Все силы эти люди отдают ради нашей общей победы над коронавирусом. 21 июня в Якутии отметили особенный день медицинского работника, где прозвучало множество теплых слов в адрес настоящих героев уходящего года. Здоровье вы спасаете и даже жизнь порой. Ведь каждый медработник практически герой. Чтоб коронавирус должен быть побежден. Тебя очень сильно любят. Пожалуйста, возвращайся скорее домой. Мы ведь так скучаем. Сергей Михедов, Эдгар Николаев, Якутск. С первых дней пандемии медикам, борющимся с новым вирусом, начали оказывать серьезную поддержку. Все врачи, непосредственно занятые на борьбе с COVID-19, начали получать дополнительные ежемесячные стимулирующие выплаты. Буквально накануне, 22 декабря, Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных 52 миллиардов рублей на выплаты медикам до конца зимы. А президент России Владимир Путин дал распоряжение удвоить выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в праздничные новогодние дни. В кратчайшие сроки после начала пандемии в республике было мобилизировано здравоохранение, организованы инфекционные отделения, больницы оснащены необходимым оборудованием, закуплены лекарства и средства защиты. Неоценимую помощь в борьбе с коронавирусом оказали крупные компании, в их числе Алроса, Полюс, Селигдар, Полиметалл, ЕТЭК, Колмар, IT-компании Майтона и Индрайвер и многие другие. Как отметил Айсен Николаев в своем послании, огромная помощь оперативно идет от федерального центра. На нужды их здравоохранения по борьбе с коронавирусом уже направлено 10 миллиардов 900 миллионов рублей. 7,5 миллиардов из федерального бюджета и 3 миллиарда 400 миллионов рублей из республиканского бюджета. Ну а сейчас мы ненадолго прервемся. Смотрите в продолжении программы. Как пандемия коронавируса сказалась на крупном и малом бизнесе. Социальная поддержка нуждающихся жителей. Кто и в каком размере получил выплаты от государства.
Мы продолжаем. Безусловно, не только медицинские работники, занятые на борьбе с COVID-19, получили поддержку от государства. Многие в сложившейся ситуации вынуждены остались без работы и тяжелее всего ощутили на себе последствия пандемии семьи с детьми, многие из которых остались элементарно без средств к существованию. О социальной поддержке населения расскажет Ульяна Шагина. Для многодетной семьи Сафоловых единовременные выплаты стали неплохим подспорьем в этот непростой год. Главным приобретением стал еще один ноутбук. В семье трое школьников и без такой техники дистанционные занятия, на которые, к слову, с марта перешли все образовательные учреждения страны, были бы невозможными. Так как у меня 4 детей, 3 из них школьники, нам было очень трудно учиться во время дистанционного обучения. И при помощи государства в этом году мы смогли купить детям новый ноутбук, чтобы стало полегче. Также я очень рада ежемесячной выплате с 3 до 7 лет, так как такая поддержка очень важна для всех семей с детьми, в том числе для многодетных. Миллиарды рублей в этом году государство потратило на помощь семьям с детьми. Все мы помним, как президент страны Владимир Путин во время майского обращения к россиянам объявил об увеличении пособий по уходу за ребенком. Причем сумма пособия теперь не зависит от того, какой по счету ребенок, а сама сумма напрямую зависит от минимального размера оплаты труда. Кроме того, глава государства предложил выплатить по 5000 рублей единовременной помощи семьям с детьми до 3 лет. Уже говорил о дополнительных выплатах на каждого ребенка до 3 лет для семей, имеющих право на материнский капитал. Но у нас много и семей, у которых этого права нет. В этой связи предлагаю также установить для таких семей ежемесячную выплату в 5000 рублей. Причем не только в мае и июне, но и за апрель, то есть тоже задним числом. В республике такую выплату получили более 41 тысячи детей. В июне порядка 200 тысяч детей от 3 до 16 получили по 10 тысяч рублей. Ну а уже в июле все дети от рождения до 16 получили дополнительные выплаты также по 10 тысяч рублей. Это всего 240 тысяч якутян. На эти средства из федерального бюджета только по нашей республике было израсходовано 4,9 миллиардов рублей. Огромные деньги, и это было сделано в очень короткие сроки. Семьи с детьми действительно являются одними из уязвимых слоев населения, и регион не оставил их без внимания в этот сложный год. Так, с этого года по линии Министерства труда и социального развития региона внедрена новая мера поддержки семей с детьми с низкими доходами от 3 до 7 лет. На сегодня уже подано более 60 тысяч заявлений. Из них на сегодня более 40 тысяч уже получают эти меры поддержки. Теперь ежемесячную выплату в размере 17 660 рублей при рождении первого ребенка семьи получают до достижения ребенком возраста 3 лет, а не как ранее 1,5. С этого года семьи могут воспользоваться и выплатой в 15 тысяч рублей за счет средств республиканского материнского капитала «Семья». Многие из вышеперечисленных выплат сегодня можно получить в дистанционном формате. Сегодня практически все виды государственных услуг перешли в такой режим, а в Министерстве труда региона эта работа выполнена в 100% объеме. В этом году, конечно, максимально постарались по тем мерам поддержки, по которым это возможно сделать и в технологическом плане, и в организационном, перевести на проактивный режим. То есть, когда человеку, в принципе, даже нет необходимости заявляться. Получили в этом году социальную поддержку на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и отдельные категории граждан. Между тем, в регионе не забыли и совершенно другую категорию детей старше 16. Это выпускников 11 классов. Ну, все мы знаем, в каких условиях наши выпускники сдавали экзамены после дистанционного обучения. И по итогам единовременную выплату в размере 5000 получили 8153 выпускника в этом году. Между тем, государство до конца года решило еще раз поддержать семьи с детьми. Так, на декабрьской пресс-конференции глава государства Владимир Путин пообещал выплатить российским семьям с детьми до 8 лет по 5000 рублей. Ульяна Шагина, Джулус Иннокентьев, Якутск.
Если говорить в целом, то помощь в виде выплаты пособий на общую сумму 8,5 миллиардов рублей уже получили 160 тысяч семей с детьми и 12 тысяч безработных якутян. 2020 год стал настоящим испытанием и для малого и среднего предпринимательства. Приостановили свою деятельность 11 тысяч субъектов малого бизнеса. Это более трети от их общего числа. Часть предпринимателей и вовсе закрыли свой бизнес. Уже в конце лета уровень безработицы достиг 7,7% от численности рабочей силы. Однако для многих это стало настоящим вызовом. О том, как подстраивался якутский бизнес под современные реалии, в материале Саргаланы Неустроевой. Введение ограничительных мер в Якутии значительно сказалось на численности занятых в экономике. При этом наибольшее снижение количества работников наблюдается в торговле. С марта по декабрь текущего года свою деятельность приостановили более 11 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства с численностью работников порядка 27 тысяч человек. Уходящий год стал настоящим годом испытаний. Пострадали даже мировые экономические гиганты. Что уж говорить о небольших предприятиях. Стало очевидно, без поддержки государства малому бизнесу не выжить. Так, республикой был принят комплекс мер поддержки малого и среднего предпринимательства. Был в первую очередь утвержден перечень пострадавших отраслей. Он значительно шире федерального перечня, насчитывает свыше 65 различных направлений деятельности. Финансовой поддержкой воспользовалось свыше 1000 субъектов малого и среднего предпринимательства в виде прямого субсидирования. Это позволило сохранить порядка 1500 рабочих мест. Екатерина Окорокова – одна из тех, кто воспользовался поддержкой государства, причем не только субсидиями, но и возможностью оформить беспроцентный кредит, возместить часть расходов на дезинфицирующие средства, маски и перчатки. Им не только удалось сохранить рабочие места сотрудников, но и набрать в штат еще 6 человек. С марта месяца мы начали уже терять обороты, у нас начала падать выручка. Уже большие мероприятия все были отменены, календарь наш опустел. Естественно, мы схватили за голову, что нам надо дальше делать. Но мы перестроились, и мы начали переформатировать свою работу именно на доставках. Мы давно хотели расширить, разнообразить, значит, свое предложение клиенту, да, в том числе и доставки, но никак руки не доходили до этого. Как раз пандемия нас в этом помогла, в плане мы больше разнообразили свое меню, скажем так. Тем временем было много и тех, кто не попал в список пострадавших отраслей. Здесь уже было необходимо проявить настоящую предприимчивость. Во время закрытия границ Симоне Никулиной, владелице цветочного бизнеса, пришлось переключить внимание на отечественных поставщиков. Спасибо за покупку. Приятного вам дня. Цветы не входят в базовую потребность человека, поэтому клиентов, конечно, стало намного меньше. Нам было, конечно, очень сложно. Практически 2 месяца мы не работали совсем, но позже, ближе к маю, уже поставки более-менее пошли, и мы как-то старались быть на плаву в это время. Более того, во времена, когда многие попросту боятся потерять то, что уже имеют, Симона открыла новый бизнес. И теперь предпринимательница реализует продажу индигирки. Мы думали об этом год назад, еще до карантина, открыть именно эту доставку. Мой муж с севера, он очень хорошо разбирается в рыбе, у него есть постоянные поставщики качественной рыбы, и он очень хорошо сам умеет готовить. Поэтому нам было легко открыть это дело. В следующем году правительство также будет реализовывать стандартные программы поддержки малого и среднего предпринимательства. Это субсидирование расходов в сфере местного производства и придорожного сервиса, а также грантовая поддержка в сфере социального предпринимательства и туризма. Разумеется, введение дополнительных мер будет напрямую зависеть от сложившейся эпидситуации. И все же хочется надеяться, что грядущий 2021 год станет удачным для всех нас. Саргалана Неустроева, Семен Семенов, Григорий Охлопков, Якутск. За все время пандемии на поддержку малого бизнеса было направлено более миллиарда рублей. 12 тысяч предпринимателей получили субсидии, воспользовались дополнительными налоговыми льготами и продлением сроков уплаты налогов. Системообразующим же предприятиям оказана помощь на 5 миллиардов 900 миллионов рублей в виде льготных кредитов, субсидий, госгарантий и отсрочек по налоговым платежам.
Тем не менее, крупным промышленникам пришлось все равно нелегко, в том числе из-за закрытых границ наблюдался очень серьезный дефицит рабочей силы, была нарушена отлаженная логистика, закрылись рынки сбыта продукции. Подробнее в кратком обзоре далее. Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 ключевые для производителя алмазов рынки оказались закрыты. «Алроса» пережила худшие месяцы своей истории с падением продаж более чем в 10 раз. Согласно отчету, выручка в первом полугодии была почти на 43% меньше, чем в аналогичный период 2019 года. Для снижения издержек и сдерживания роста запасов «Алроса» сократила объемы добычи в первой половине года на 22%. Налоговые поступления от «Алроса» составляют порядка 30% республиканского бюджета. Для сравнения, в период 2018-2019 года налоговые поступления от алмазодобытчика находились в диапазоне от 60 до 80 миллиардов рублей. А в 2020 году ожидаются на уровне 28 миллиардов. «Эльгауголь» – крупнейший проект в России по добыче и экспорту коксующихся углей. Главное событие этого года, безусловно, это покупка 51% акций компании «А-Проперти». И если по итогам 2019 года было добыто всего 4,3 миллиона тонн угля, то в ноябре 2020 года объем добычи и отгрузки угля на эльгинском месторождении вырос до 1 миллиона тонн в месяц. К завершению года компания подошла с уверенным оптимизмом. 15 декабря текущего года состоялось подписание соглашения о создании совместного предприятия между угольной компанией «Эльгауголь» и китайской компанией GH Shipping. Деятельность совместного предприятия обеспечит заметную прибавку к двустороннему товарообороту – более 5 миллиардов долларов в год. Объемы поставок угля приблизительно составят 1,5 миллиона тонн угля в этом году, с увеличением объема до 30 миллионов тонн угля, начиная с 2023 года, с последующим увеличением до 50 миллионов тонн угля ежегодно. 2 декабря исполнился год с начала первых в истории трубопроводных поставок газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с Чаяндинского месторождения. Сегодня «Газпром» продолжает наращивать экспорт газа в Китайскую Народную Республику по «Силе Сибири». Второй месяц подряд поставки в связи с повышенными заявками китайской стороны идут в сверхплановом режиме. В частности, суммарный объем поставок в ноябре составил 113,6% от плановых значений на этот месяц. В 2021 году по магистральному газопроводу «Сила Сибири» планируется поставить 10 миллиардов кубометров, а в 2025 году газопровод выйдет на проектную мощность в 38 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, вызванную пандемией коронавирусной инфекции, в 2020 году «Сургутнефтегаз» на территории республики выполнил все производственные показатели. В настоящее время на территории Якутии «Сургутнефтегаз» владеет 21 участком недр, расположенными на территории Булунского, Ленского, Мирнинского, Алекминского и Сунтарского районов. Добыча ведется на территории Ленского района. В последние годы «Сургутнефтегаз» проводит большую работу по трудоустройству местных кадров. В настоящее время на объектах компании на постоянной основе трудоустроено 1550 человек из числа местного населения. Несмотря на сложившуюся ситуацию в алмазодобывающей отрасли, меры по преодолению кризиса, принятые на наблюдательном совете акционерной компании «Алроса», позволили не остановить производственный процесс. И в конце года компания показывает неплохой рост выручки, который позволяет с уверенностью смотреть в 2021 год. Сейчас мы снова ненадолго прервемся, и вот о чем расскажем в продолжении программы. Национальным проектом «Быть» расскажем о реализации важнейших из них в нашей республике. Как в этом году в условиях пандемии праздновали День Великой Победы. Мы продолжаем. Несмотря на сложившуюся обстановку в стране, президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что пандемия коронавируса не повод для срыва национальных проектов. Сегодня Якутия участвует в 52 федеральных проектах из 76. Мой коллега Дмитрий Тымыров подвел итоги реализации некоторых из них.
Одними из самых ключевых и важных проектов в списке всех национальных программ можно считать проект «Демография», благодаря которому сегодня проделана большая работа, начиная от поддержки рождаемости, заканчивая строительством социальных объектов. Так, начатые работы в 2019 году были продолжены в 2020. Это строительство бассейна в Жатае, спортивного комплекса в селе Антоновка Нюрбинского улуса и в поселке Нижний Бестях Мегина Кангаласского улуса, строительство спального корпуса психоневрологического дома-интерната в селе Сосновка Вилюйского улуса. А в 2020 году по данной программе начались работы по возведению многофункционального центра в селе Бердигостях Горного улуса, строительство спального корпуса для стационарного социального обслуживания престарелых и инвалидов в райцентре Алекминского улуса. Помимо этого, ввели в строй ряд детских садов в Сунтарах, в Нюрбе и в Якутске. В 8 районах республики поставлены комплекты спортивного оборудования для площадок физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудовой обороне». Помимо этого, продолжилась работа по переобучению и повышению квалификации женщин на период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. По данной программе в 2020 году охватили более 300 матерей. Ну а в рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» были осуществлены меры финансовой поддержки, которые были выплачены всем своевременно, без никаких задержек. Вторым по значимости идет национальный проект «Жилье и городская среда», благодаря которому многие жители региона улучшили свое жилье путем переселения из аварийного жилфонда. Так, по сравнению с 2019 годом, в 2020 было расселено в разы больше жителей республики из аварийного жилья. Показатели реализации данного проекта внушительные. Общая стоимость мероприятий по переселению граждан на 2020 и 2021 годы составляет более 10 миллионов рублей. Так, только за 2020 год было введено в эксплуатацию более 350 тысяч квадратных метров жилья. Это 69,8% от плана на конец года, что на 8,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Но это восполнилось тем, что в республике отмечается рост ввода жилья в частном секторе. Эти показатели выросли на 6,9%. В 2020 году на территории региона в рамках реализации этого нацпроекта были проведены работы на 58 объектах, по итогам которого проведено в нормативное состояние 210 километров региональных автодорог и 23,5 километра улично-дорожной сети в городской агломерации город Якутска. Объем средств, предусмотренных на эти цели, составило более 4 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета 749 миллионов рублей. А вот на 2020 год показатели регионального проекта «Безопасность дорожного движения» по снижению смертности в результате дорожно-транспортных происшествий установлен на уровне 10,5 погибших на 100 тысяч населения. По итогам года количество ДТП снизилось на 13,6%. Также снизилось количество раненых и показатель детского дорожно-транспортного травматизма. Ну и, соответственно, количество раненых. Эту хорошую статистику портит лишь показатели роста гибели детей на дорогах республики. Вопросы экологии в последние годы в регионе стали особо острыми, и поэтому реализация данного проекта контролируется не только со стороны региональных властей, но и федеральных органов власти. Так, по данной программе в ряде районов республики начаты работы по проектированию полигонов по обращению с твердыми бытовыми отходами. Работы начались в столице региона, в Вилюйске, в Нюрбе, в Мирном и в селе Петровка Мегина Кангаласского улуса. А по региональному проекту «Чистая вода» начата реализация 2 проектов – реконструкции системы водоснабжения в городе Алекминск и строительство водоочистных сооружений в городе Покровск. Также в этом году по данному проекту продолжили работу по региональному проекту сохранения лесов, благодаря которому в текущем году закуплено 25 единиц лесопожарной техники на сумму 80 миллионов рублей и 8 единиц лесохозяйственного оборудования на сумму свыше 1 миллиона рублей. Вся техника и оборудование были полностью поставлены, распределены по районам республики и задействованы в тушении лесных пожаров. Проведены работы по восстановлению лесов на общей площади свыше 73 тысяч гектаров. Финансирование этого проекта в этом году составило 84 миллиона рублей, и они в этом году успешно освоены.
Отдельно бы хотелось еще отметить серьезный прорыв в развитии транспортной инфраструктуры региона. Введено почти 550 километров автомобильных дорог. На федеральной автодороге в Вилюе введены сразу 4 мостовых перехода. Через реки Малая Бутуобия в Мирнинском районе, Тюкян в Нюрбинском улусе, Улахан-Мугур и Сасар-Юрях в Сунтарском улусе. Ярким событием года стало завершение строительства автодороги Кабяй, которую смело можно назвать исторической. Она строилась целых 30 лет. Многолетняя мечта жителей Кабяйского улуса исполнилась. Теперь круглый год до столицы можно доехать в считанные часы. Сбербанк тем временем стал участником проекта по созданию Ленского моста. Об этом сообщил в середине декабря компания ВИЗ. Банк открывает кредитную линию на 10 лет с лимитом до 25 миллиардов рублей. Строительство Ленского моста начнется уже в 2021 году. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев в ходе своего ежегодного послания. 2021 год, безусловно, станет годом начала строительства Ленского моста. Благодаря прямой поддержке главы государства наш долгожданный проект выходит на этап практического осуществления. При поддержке полпреда президента Юрия Петровича Трутнева Ленский мост включен в национальную программу развития Дальнего Востока как один из крупнейших инфраструктурных проектов макрорегиона. Завершена разработка первого этапа проектно-сметной документации, и проект уже сегодня находится в федеральной госэкспертизе. В ближайшее время уже планируется выход на строительную площадку подготовительных работ. 17 декабря подписано соглашение со Сбербанком России, и крупнейшая финансовая организация страны стала партнером нашего проекта. Также особо хотелось отметить, что несмотря на все сложности, связанные и с пандемией, и с погодными условиями, обеспечение высокоскоростным интернетом жителей нашей республики продолжалось в течение этого года, не снижая, а даже опережая темп. С начала этого года построено порядка 1500 километров линий связи, подключены 22 населенных пункта в 10 районах республики. Знаковым событием стал запуск волоконно-оптической линии связи на полюсе холода в Аймиконе. В этом году уже достигнута одна из целей стратегического указа об инновационном и цифровом развитии Якутии. 85% населения имеют широкополосный доступ к сети интернет, хотя достичь этого планировалось к 2024 году. На этот нелегкий 2020 год выпало празднование большого и важного праздника – 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Весь год проходили встречи с ветеранами войны, организовывались выставки, конкурсы, театральные постановки. Все ветераны войны, вдовы ветеранов, тыловики были охвачены медицинским обслуживанием. Каждому оказана социальная поддержка. С апреля из-за пандемии все культурно-массовые мероприятия стали проводиться в онлайн-режиме, но, несмотря на ограничительные меры, празднование юбилейного года Победы состоялось. Алексей Данилович Вересовой был призван на фронт в октябре 43-го. Прошел всю войну в составе 635-го стрелкового полка 1-го Белорусского фронта. Победу встретил на реке Эльба. Встреча была с американцами, с англичанами, мы обнимались, целовались, общались, а потом разъединили все. Думали, что вместе будем, союзники же были. Но ничего не получилось. Свои 94 года по дому все делает сам. Только на улице бывает редко. С 3-го этажа спуститься, а потом подняться уже не под силу ветерану. Из-за боевого ранения часто мучает одышка. Это для меня мучение. Пока на этот 3-й этаж поднимусь, я 5-6 раз отдыхаю. 9 мая Алексея Даниловича, как и всех ветеранов по всей стране, поздравляли во дворе дома. С портретами дедов-героев горожане вышли на балконы, а сельские жители – во дворы своих домов. И впервые наш герой на празднование Дня Победы не смог выехать в Брест. Там недалеко его малая родина – деревня Казацкие Балсуны. В музее Брестской крепости хранятся все его боевые награды. Самые главные из них – 3 ордена Красной Звезды. Как смогли эти 20-30-летние простые деревенские парни пережить эту войну? И не только пережить, но и выйти из нее победителями. Дед Вячеслава, Илья Соколов, родился в селе Еланка Орджоникидзевского района. Был призван на фронт вместе с 4 братьями в 1942 году. После войны, вернувшись в родную Еланку, работал в совхозе. Ушел из жизни в 1989 году.
Эту композицию с фотокарточкой Ильи Соколова с его наградами сделала супруга внука ветерана 3 года назад. И неожиданно в этом году композиция стала символом движения «Бессмертный полк». Что я испытал? В первую очередь гордость за то, что фотография деда, уроженца небольшой деревни Еланка из далекой Якутии, стала символом движения об увековечении памяти героев. Поставить памятник великому снайперу Ивану Кульпертинову его земляки и сородичи мечтали не 1 десяток лет. Скульптурную композицию в Якутске торжественно открыли 7 ноября в юбилейный год Победы, в день рождения Ивана Николаевича. Деньги на памятник собирали всем миром. Я думаю, что он был очень таким сдержанным, что терпеливым, что так несколько дней он так мог сидеть. Без еды, без воды. Отважный снайпер представлялся к званию Героя Советского Союза, но в силу ряда причин так и не был его удостоен при жизни. Его не стало в 1993 году. Сейчас в Якутии проживает лишь 61 участник войны. Каждый год их ряды редеют, но они продолжают жить в сердцах и памяти родных в истории страны. Юлия Михайлова, Семен Семенов, корреспонденты Хангаласского филиала. Специально для программы «Якутия. День за днем». Хочется добавить, что к юбилею Победы в год патриотизма во всех районах республики построены новые скверы, обелиски, приведены в порядок 295 памятников. В акциях памяти и помощи ветеранам приняли участие более 220 тысяч молодых якутян. А в Тверской области открылся военно-патриотический лагерь имени легендарного якутского снайпера, героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова. Сейчас мы снова ненадолго прервемся. Смотрите в продолжении программы. Триумф якутского кино и покоренные спортивные пьедесталы на международных чемпионатах. Чему же в итоге нас научил коронавирус? Небольшое исследование наших корреспондентов. Мы продолжаем. Подведем и спортивные итоги года. Несмотря на пандемию, якутские спортсмены достигли высоких результатов на чемпионатах России, Европы и мира, завоевав в общей сложности 245 медалей. Вспомним яркие события этого года в материале Агафьи Гоголевой. 2020 год начался весьма успешно у вольников. В январе в Керманшахе состоялся международный турнир Кубок Тахтивирани, где победу одержал якутский борец Нюргун Александров. Параллельно в Стамбуле борцы Петр Константинов и Виктор Рассадин стали бронзовыми призерами международного турнира Ешар-Дагу. В Нижегородской области свиммер, призер Паралимпийских игр Анастасия Диадорова стала обладательницей 4 золотых и 1 серебряной медали чемпионата России по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. Лучница Степанида Артахинова заняла 2-е место на чемпионате России по стрельбе из лука. В общекомандном зачете Якутия заняла призовое 3-е место. Надежда республики Нюргуяна Никифорова продолжает радовать нас своими победами. Якутянка завоевала серебряную медаль в весовой категории до 78 килограммов на международном турнире по дзюдо. В марте этого года стало известно, что 7-е спортивные игры «Дети Азии», которые должны были пройти в Омане, перенесли из-за пандемии коронавируса. В декабре этого года было решено, что игры пройдут в одном из регионов России. Об этом говорили министр спорта России Олег Матыцин и президент Международного комитета «Дети Азии» Владимир Максимов. Губернатор Приморского края Олег Кожемяк озвучил, что летние игры могут пройти в Приморье в 2022 году. Что касается зимних игр, то решено их провести в Кузбассе в 2023 году. В октябре якутские спортсмены в составе сборной России завоевали по 2 золотые, серебряные и бронзовые медали на чемпионате мира по 64-клеточным шашкам в Турции. Среди женщин по быстрым шашкам чемпионкой стала международный гроссмейстер Матрена Наговицына. Учитывая очень сильный состав игроков и регионов, я считаю, что наша команда выступила достойно на этих чемпионатах. Также я очень рада, что завоевала в 4-й раз титул чемпионки России.
Декабрь стал самым богатым месяцем на победы. Поводом для гордости стал триумф Сарданы Трофимовой, ставшей 4-кратной чемпионкой России по марафону. Она пробежала дистанцию в 42 и 195 километра за 2 часа 27 минут 8 секунд. Это лучший результат сезона в стране. Сейчас буду отдыхать дома немножко, а потом поеду на сборы, потому что в Якутске очень много, карантин, мне нужно на улице бегать, а на улице холодно, поэтому я уже в конце декабря поеду на сборы. Также дружно вся Якутия болела за нашего боксера Василия Егорова. Он стал победителем чемпионата России по боксу. Теперь спортсмен готовится к поединку за право выступить в мировом отборочном турнире к Олимпийским играм в Токио в весовой категории до 52 килограммов. Финал здесь боксируют лучшие спортсмены, лучшие боксеры России. Поэтому я не думал, не ожидал, что будет легкий бой. На это готовился, настраивался. Игры Дыгына. Новым чемпионом турнира по национальным видам спорта стал уроженец Амгинского района Леонид Филиппов. Второе место занял Артем Варданян, а третье досталось прежнему чемпиону игр Егору Филиппову. Я пока не собираюсь уходить со спорта, поэтому в дальнейшем также в дальнейшем буду тренироваться и буду выступать. Тяжеловес Аял Лазарев, выступающий за Кыргызстан, выиграл бронзовую медаль индивидуального кубка по спортивной борьбе в Белграде. Спортсмен выступил в весовой категории до 125 килограммов. Против него выступил серебряный и бронзовый призер чемпионата мира, 5-кратный медалист чемпионатов Европы Джамаладин Магомедов из Азербайджана. Будущий год станет самым волнительным для всего спортивного сообщества. Напомним, перенесенные на год летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Именно они зададут тон всем спортивным соревнованиям в условиях пандемии коронавируса. В случае успеха появится возможность грамотно проводить спортивные мероприятия, не рискуя здоровьем людей. Агафья Гоголева, Светлана Черемкина, Якутск. В уходящем 2020 году Якутия стала победителем конкурса «Самый читающий регион» и удостоилась звания «Литературный флагман России». И как подтверждение этого звания Якутия стала одним из финалистов в конкурсе на право стать столицей тотального диктанта в следующем 2021 году. О самых значимых культурных событиях года расскажет Александр Хавренко. Итак, с сегодняшнего дня Саха-Якутия, Александр Сергеевич, самый читающий регион России, с чем я вас и поздравляю. В уходящем 2020 году Якутия стала победителем конкурса «Самый читающий регион» и удостоилась звания «Литературный флагман России». И как подтверждение этого звания, Якутия стала одним из финалистов в конкурсе на право стать столицей тотального диктанта в следующем 2021 году. Большое спасибо. В шоке находимся. Якутское кино впервые на Кинотавре и сразу главный приз. В шоке. Спасибо. Якутские кинематографисты вновь порадовали зрителей. Новая картина режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» впервые в истории якутского кинематографа удостоилась главного приза престижного кинофестиваля «Кинотавр». А исполнительница главной роли Валентина Романова была признана лучшей актрисой. На экраны вышел долгожданный проект Никиты Аржакова «Эпическое полотно Тыгын-Дархан». При создании картины была проделана колоссальная работа. Сшиты тысячи костюмов, изготовлены сотни комплектов оружия и доспехов с максимальной исторической точностью в каждой детали. Съемки проходили более чем в 10 районах республики, а в массовых сценах приняло участие несколько сотен якутян. Не прошло и месяца, как Тыгын-Дархан получил свой первый приз. Фильм был отмечен специальным призом президента фестиваля исторических фильмов «Вече» Светланы Дружининой. А также награды получили исполнитель главной роли и оператор фильма. Это призыв к пониманию, этот фильм. Это призыв к сплочению. Из-за пандемии впервые был отменен Якутский международный кинофестиваль. Фильмы-конкурсанты, члены жюри отсматривали самостоятельно и выявляли победителя в режиме онлайн. Лучшим фильмом была признана картина «Бой от бая» казахского режиссера Адельхана Ержанова. Лучшим режиссером признан Дмитрий Давыдов за работу над фильмом «Нет Бога, кроме меня».
В связи с развитием коронавирусной инфекции на территории нашей республики, Российской Федерации, главой республики принято решение. Мы сегодня уже получили приказ нашего вертикального руководства Министерства культуры Российской Федерации о прекращении всех наших мероприятий, учреждения культуры, музеях, библиотеках, уже не говоря даже о больших фестивальных мероприятиях. Александр Сергеевич Пушкин. Повести Ивана Петровича Белкина. Барышня-крестьянка. Старейший театр Дальнего Востока, Государственный академический русский драматический театр имени Пушкина в Якутске открыл свой 130-й юбилейный театральный сезон спектаклем «Барышня-крестьянка». В этом году впервые один из лучших театральных вузов России, Институт имени Бориса Щепкина, принял на целевые места 5 студентов из Якутии, которые после окончания обучения станут членами труппы русского театра. Интрига и драматургия. Игры Дегына, город Якутск, ура! В 2020 году национальная вещательная компания «Саха» впервые в истории удостоилась приза на главном всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ Регион». В номинации «Телевидение и жизнь» специальный проект победу одержал проект «Игры Дегына». Таковы главные культурные события 2020 года. Александр Хавренко, Светлана Кан, Якутск. К большому сожалению, любителей прекрасного практически все культурные мероприятия в этом году проходили в режиме ограничительных мер исключительно онлайн. Художественные галереи и музеи организовывали онлайн-выставки, театры ставили виртуальные постановки. Не исключением стал и республиканский эссе-холонхо. Только в рамках празднования Якутского Нового года прошло более 500 онлайн-мероприятий. Ну и подытоживая, можно сказать, что 2020 год оказался богатым, к сожалению, на тревожные новости и события. И в основном эти новости носили негативный характер. Но мои коллеги решили провести эксперимент и выяснить, можно ли поблагодарить 2020 год не только за то, что он заканчивается. Давайте посмотрим, что получилось. Пандемия, карантин, локдаун – эти слова прочно вошли в обиход. Они вызывают ужас и панику. Но 2020 год научил нас не только бояться. Мы решили выделить топ-5 вещей, за которые можно уважать 2020 год. Ну что, поехали? Нам с детства твердят: мойте руки. Чистота – залог здоровья. Но давайте будем честными, друзья. Много ли из нас людей, возвращаясь домой с улицы, сразу же бежит в ванну? Пандемия все изменила. Мы моем руки, пользуемся санитайзером, соблюдаем гигиену. Я думаю, что эта привычка останется с нами надолго. И вообще люди стали серьезнее относиться к своему здоровью. И это очень хорошо. Удаленка. Это слово прочно вошло в наш лексикон. Причем не только само слово. Учеба и работа на расстоянии – это настоящий тренд 2020 года, который останется с нами и после пандемии. Я в этом практически уверен. Ведь можно теперь не прекращать учебу и во время карантина. И, например, со своими деловыми партнерами общаться удаленно, через Zoom. А еще, друзья, столько людей стало приобщаться к современным технологиям, особенно взрослое поколение. Они активно осваивают интернет, программы Skype и Zoom. Кто бы мог подумать о таких чудесах еще год назад? Активно развиваются IT-компании. Теперь, наверное, всем понятно, что за технологиями будущее. А еще мы все с вами стали чуть больше готовить дома. Врач – это уважаемая профессия, все об этом знают, но во время пандемии мы вдруг осознали, что медицинские сотрудники, они не только спасают наши жизни, они еще и рискуют собственным здоровьем, находясь на передовой. Без сомнения, это герои 2020 года. И вообще хорошо, что в этом году стали больше вкладывать денег в медицину. Еще я не могу не сказать о волонтерах, ведь они помогают пожилым и больным. И мы вдруг тоже осознали, что вокруг нас добрых и отзывчивых людей намного больше, чем мы думали. Многие называют и такой плюс, как улучшение экологической ситуации. Ведь действительно выбросов стало меньше, машин на дорогах тоже меньше, самолеты практически не летают, и природа начала брать свое. В городах стали появляться дикие животные. В Венеции вода практически кристально чистая, там даже появились дельфины. Вот только голуби наверняка недовольны, ведь они остались без еды. Толпы туристов кормили этих птиц.
Год закрытых границ заставил россиян присмотреться и к собственной стране. Причем люди поехали не только в Сочи и Крым. Там был настоящий ажиотаж, конечно же, но и люди открыли для себя такие направления, как Байкал, Калининград, Алтай. И вообще наши соотечественники перестали бояться ездить по России. И вполне возможно, в следующем году кто-то из них приедет и в Якутию. А нам есть что показать и летом, и зимой. Ну и бонус. В этом году многие из нас стали ценить простые вещи, такие как прогулка по городу, поход в гости и, конечно же, общение с близкими и родными. Максим Кардозу, Виктор Олесов. День за днем. Москва. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Именно таким мы увидели этот год. Следующий год в республике объявлен годом здоровья. Действительно, самый важный урок, который мы все вынесли в уходящем году, самые главные вещи – это не вещи, это наше с вами здоровье. Будьте здоровы, дорогие телезрители, берегите себя и своих близких. Для вас в студии работал Иван Лазаренко. С наступающим Новым годом!